День открытых дверей, организованный в честь новоселья, собрал большое количество детей и гостей, которые пришли разделить радость с коллективом станции юных техников. Совсем недавно учреждение дополнительного образования, располагавшееся ранее в 14-й школе, сменило адрес, перебравшись поближе к Ребятне, в уже привычное место, в бывшее здание Башкирской художественной школы. Поздравил с переездом педагогов и воспитанников станции юных техников и начальник отдела образования. Технический прогресс любой страны, любого города, наверное, определяет наше будущее. Поэтому в обязательном порядке, я думаю, что мы должны вот этим техническими новыми средствами, новыми технологиями интересоваться и знать об этом. Я думаю, что вот эта станция – это клуб для любознательных, для творчески одаренных детей. Действительно, в наших детских садах, даже и в школах есть определенные кружки по интересам, которые по техническим направлениям мы работаем. Мы претендуем на грант главы республики. Если будет этот грант, будет очень хороший позитивный момент, конечно же. Приглашенных гостей радужно встречал домовой, который пожелал всем беззаботного пребывания на новом месте. Разделить радость новоселья пришла и профессор Линза Амперовна, которая удивила присутствующих занимательными опытами по физике и химии. Далее гости и ребята смогли пройти в здание и ознакомиться с кружковыми объединениями. В настоящее время здесь открыто 9 кабинетов. Школьники с особым интересом осваивают навыки и умения по таким направлениям, как черчение, авиамоделирование, судомоделирование, народные промыслы, рукоделие. Всего кружки посещают около 200 детей. На этот год мы планируем множество кружков открыть совместно с многопрофильным колледжем и в то же время с колледжем сервиса и строительства. Значит, такие кружки, как художественная обработка камня, юный фрезеровщик, юный токарь. Значит, там будут у нас именно заниматься дети на токарном станке с ЧПУ, то есть числовым пультом управления. Также будем открывать юный веб-дизайнер, значит, это сайт-строение, там может быть моделирование, 3D-моделирование и так далее. Также планируется открыть кружки по направлениям ювелирное дело, юный автомеханик, юный электрик. Прежде всего, эта работа будет направлена на профориентацию школьников. Луиза Мустафина, Радмир Сингулов, Гульгина Раскельзина, телекомпания СТВ.